что если сейчас Эрдоган проиграет и не станет президентом Турции, да, станет кто-то другой, то все равно будет рушиться, потому что оно уже рушится. Экономика. Да, хорошо, как-то там решится судебная система, что-то сделают лучше с образованием, да. Экономика рухнула, она уже рухнула. Мы на втором месте после Аргентины. О чем мы говорим вообще, да? Это да, Турция. я вижу по прогнозы, на самом деле там в верхнем списке Аргентина, Венесуэла и Турция. И мы. Это очень... Да. Да. То есть это было вообще невозможно. Осман, это невозможно было представить даже тогда, когда мы с тобой ходили на Гези, правда? Что мы будем где-то в то время показатели рейтингов агентств тогда были совершенно другие. И хотя дисбалансы, прежде всего, в финансовом секторе уже чувствовался. В принципе, в то время, в 2013-2014, вот сейчас я читаю вашего бывшего главу казначейства Махфи Эгильмеза, вот он делает очень хорошие развернутые блоги, и вот Махфи Эгильмез, он дает разрез просто вот таблицы скучные, аналитика с 90-х годов, и в принципе, можно было понимать, что уже в 2011-2012 году об этом говорили и тогда, но кто их слушал? Никто не слушал, правда, все были заняты другими делами. Так вот, я закончу все-таки, да? И вот представь себе, сейчас кто-то гипотетически стал президентом Турции, да? У него есть вообще какие-то варианты за 4 года поднять экономику хотя бы назад к 2012-му, давай скажем? Нет. Ну, просто нет. Что происходит через 4 года? Через 4 года на белом коне въезжает Эрдоган, и он высидит эти 4 года, он их переживет. Ничего, он не будет очень сильно страдать, он будет создавать себе очень прекрасную ауру того, как он работал, и вот какую неблагодарность заслужил. Через 4 года он едет на белом коне и скажет: видите, как без меня все рухнуло, все развалилось, все сломалось. Это все потому, что они не умеют управлять страной, а вот я умею. Это, мне кажется, самый главный его аргумент вот для этих вот выборов, которых, в общем-то, никто сейчас не ждал, потому что, на самом деле, они ему не нужны, у него все полномочия есть. Подожди, Наташа, ты